10 интересных фактов о Казахстане, стране с удивительной природой и культурой. Казахстан располагается в центральной части материка Евразия и занимает площадью 2 717 300 квадратных километров. Население страны 18 984 845 человек. Из них более 1 800 000 проживает в столице. История государства берет начало со времен Палеолита. Казахстан граничит с Китаем, Киргизией, Узбекистаном, Туркменией и Россией. Эта страна может по праву считаться современной и самобытной, с богатой историей и культурой, вековым историческим наследием и так называемой визитной карточкой страны считается Великая Степь. Казахстан – это страна, в которой абсолютно спокойно уживаются нетронутая цивилизация с ее степной красотой, тайгой, горами и национальными парками древнего Тянь-Шаня и современная столица с высокими технологиями. Сегодня мы вам расскажем о 10 интересных фактах о Казахстане. Казахстан – один из мировых лидеров по добыче металлов. По оценкам, на территории государства второе по величине запасы свинца, хрома, урана, цинка, третье марганца, пятое меди. Помимо этого, страна входит в десятку лидеров по добыче железа и угля, занимает 11 место по величине запасов нефти и природного газа. Республика входит в тройку лидеров по добыче цветных металлов в странах СНГ и находится на 10 месте в мире по открытым месторождениям золота. На территории страны располагается порядка 190 месторождений серебра, золота и алмазов, 160 месторождений нефти. Второе место по мировым запасам урана. Уран является главным элементом, используемым в атомной энергетике. Запасы этого вещества находятся лишь в нескольких месторождениях на Земле. Казахстан занимает второе место по мировым запасам урана. Общий объем этого элемента насчитывает 629 тонн, что означает порядка 11,8% от всего земного запаса. Всего в стране 16 разработанных месторождений. Добыча ведется под контролем компании «Казатпром». Самая длинная сухопутная граница в мире – Казахстан и Россия. Каждое государство имеет границы со своими соседями. Между Казахстаном и Россией находится самая длинная сухопутная граница в мире. Ее протяженность составляет 7512,8 километров. На территории страны были одомашненные первые лошади. Во времена Палеолита изображения лошадей были частыми на стенах пещер. Однако это были дикие животные, и рисовались они как объект охоты. Процесс приручения лошадей с целью использования их в сельском хозяйстве и домашних делах – событие значимое и важное. По историческим данным, это произошло к началу 4000-летия до нашей эры в ботайской культуре современный Казахстан, то есть на территории этой страны были одомашнены первые лошади. Со второй половины 4000-летия и до конца 3-го тысячелетия домашняя лошадь стала неотъемлемой частью культуры народов, проживающих на территории Евразии. Лошади использовались в сельском хозяйстве и в военном деле. Байконур и крупнейший в мире космодром. На территории Казахстана расположен космодром, построенный еще во времена СССР. Объект перешел в собственность независимой республики Казахстан после распада Союза. На данный момент он арендуется Россией. Байконур – первый и крупнейший в мире космодром. В переводе с казахского языка его название обозначает «богатая долина». В течение многих лет Байконур был лидирующим космодромом по количеству запусков ракет различного назначения. Например, за 2015 год с Байконура было совершено 18 запусков ракет-носителей, но уже с 2016 года в лидеры вышел космодром США, мыс Канаверал.
Перепады температуры в течение года могут составлять до 100 градусов. Страна располагается в центре суши и вдали от морей, поэтому имеет резко-континентальный климат с ярко выраженными 4 сезонами. Перепады температур в течение года могут составлять до 100 градусов. На севере страны наблюдается зима с суровым климатом и коротким летом. На юге страны ситуация прямо противоположная. Здесь короткий зимний период, зато длинное и жаркое лето. Из-за такого различия на территории страны фиксируется значительный перепад температурных условий. Зимой градусы опускаются до минус 40, минус 50 градусов Цельсия, а в летнее время температура достигает до плюс 40, плюс 50 градусов. Самый большой в мире высокогорный каток Медео. Вблизи столицы страны, город Алматы, располагается самый большой в мире высокогорный каток Медео. В переводе с казахского языка это название означает опора или поддержка. Каток построен был на высоте 1691 метров над уровнем моря. Данное сооружение входит в состав высокогорного комплекса, предназначенного для занятий зимним видом спорта. Открыт и работает каток с 28 декабря 1972 года. Площадь этого искусственного катка составляет 10 500 тысяч квадратных метров. Для заливки всей площади катка используется чистая горная вода. Может, поэтому эта арена стала кузницей рекордов. За всю историю существования катка было установлено более 200 мировых рекордов в конькобежном спорте на различных дистанциях. Коктубе – самая высокая телебашня в мире. Коктубе – гора высотой 1130 метров над уровнем моря, которая находится недалеко от столицы страны. На склоне этой горы расположена знаменитая Алматинская телевизионная башня. Коктубе – самая высокая телебашня в мире. Ее собственная высота составляет 372 метра, а общая высота благодаря ее расположению на горе 1400-502 метра над уровнем моря. Строительство башни велось с 1975 по 1983 годы. Официальный ввод в эксплуатацию произошел 1 июня 1984 года. Общий вес башни составляет порядка 7000 тонн. Учитывая расположение в горной местности, проектирование башни выполнено с 10-бальной сейсмоустойчивостью. Хан-Шатыр – самый большой шатер в мире. Хан-Шатыр – самый большой шатер в мире. Это сооружение построено в столице Нур-Султан и вмещает современный торгово-развлекательный комплекс, который за свои огромные размеры внес в Книгу рекордов Гиннесса. Известный во всем мире шатер открыт 6 июля 2010 года. Общая площадь центра составляет 127 тысяч метров квадрат. В Хан-Шатыр располагается развлекательное заведение и рознично-торговые точки. Там можно найти кафе и рестораны, супермаркет, кинотеатры, различные спортивные залы, парк для совместного семейного развлечения, аквапарк с различными видами бассейнов, а также хозяйственно-бытовые помещения и автомобильную стоянку на 700 парковочных мест. Самая главная достопримечательность Хан-Шатыра – это пляжный курорт внутри. В помещении воссоздано тропический климат, посажены растения, круглый год поддерживается температура плюс 35 градусов. Искусственные песочные пляжи оборудованы системой отопления, которая позволяет создавать абсолютную реальность морской побережья. Песок для этого пляжного курорта специально был привезен из Мальдив. В озере Балхаш половина воды пресная, другая соленая. Балхаш – непересыхающее соленое озеро. Оно занимает второе место по величине после Каспийского моря. Это озеро входит в состав крупнейших озер в мире и занимает 14-ю строчку в общем списке. Балхаш располагается на юго-востоке страны и относится к бесточным озерам. Уникальность его в том, что половина воды пресная, другая соленая. Озеро делится на две части проливом. В каждой из частей наблюдается различный химический состав воды. В восточной части вода соленоватая по составу,
а в западной части его вода практически пресная.